Лето в Ленском районе началось активно. На региональной автомобильной дороге Мухтуя-Ленск-Мирный начался долгожданный ремонт. Мы находимся на 50-м километре от города Ленска. Во время дождя трассу размывает так, что машины утопают в море глины, но потихоньку ползут. Такая картина на протяжении 40 километров. Дорога в ужасном состоянии буквально последние 4 года. На протяжении участка Ленска 138 километр я вообще не вижу техники, чтобы что-то делалось, что-то работалось. Дорога летом – это просто ад какой-то. До Мирного приходится ехать по 6-7 часов, это в лучшем случае, если нет дождя. А если есть дожди, то можно и сутки ехать. Как раз с 50-го километра начался ремонт. Работает здесь всего один грейдер. Улучшений не видно. Но начальник Ленского дорожного участка МУАТ Андрей Эндерс пояснил, что сложно осуществлять ремонтные работы в такую погоду. Плюс к этому движение большегрузного транспорта не прекращается. Он бесконечно разбивает только налаженную дорогу. В день нашей съемки снова была проведена отсыпка проблемного участка трассы. Ведутся работы по ликвидации пучин, ямочному ремонту на участках от 47 до 84. Самый сложный участок автодороги Мухтуя. Мы завозим скальный грунт, обеспечиваем проезд автотранспорта. Пользователи дорог передвигаются на большегрузных автомобилях, пренебрегая всеми ограничениями с большим тоннажом. Конечно, это приводит к большим деформациям дорожного полотна. В этот день мы проехали до города Мирный. Больше на пути мы не встретили работающей техники. Вплоть до 80-го километра, можно сказать, дороги нет. Одно направление. На джипе невозможно ехать. А если что уж там говорить про маленькие машины, то вообще невозможно проехать. С нашего Ленска не выбраться никуда, ни в Новосибирск, ни куда-то в Москву. Нам приходится до Мирного добираться. А чтобы добраться до Мирного, это как полоса препятствий какую-то пройти надо. В дождь каша, в ясный день огромные выбоины и колеи. Видео водителей постоянно гуляет в сети. 75-й километр дороги Мухтуя. И вот такой бардак здесь уже 3-й год. Ни одной дорожной техники тут нету. Вот, 82-й километр, тоже лежневка торчит. Уже 3 года, никому ничего не надо. На Ленском участке региональной дороги Мухтуя ремонтные работы будут вестись все лето. Вероятнее всего, что снова будут введены ограничения по проезду большегрузного транспорта. Продолжит работу и весовой контроль. Надо добавить, что после поселка Дорожный, который находится на 96-м километре, трасса в сторону Мирного кардинально отличается от автодороги Мухтуя Ленского района. Здесь уже нет неровностей, дорога подсыпана и грейдирована. Добраться до Мирного – та еще проблема, которую районные власти стараются решать по мере возможности. Так уже год действуют субсидированные перелеты на самолете по направлению Ленск-Мирный, Мирный-Ленск. В летний период количество рейсов увеличено до 2 раз в неделю. В Ленском районе продолжается и водное сообщение по маршруту Ленск-Пелиду-Витим. В этом месяце судно будет ходить 5 раз в неделю. Направление пользуется большим спросом. Мест свободных не бывает. Также с 13 июня Полесье начало курсировать между Ленском и Алекминском. По этому направлению судно ходит 2 раза в неделю. Жители Ленского района рады, что сегодня у них есть возможность по необходимости за небольшую оплату посещать районный центр. Татьяна Туркевич – постоянный пассажир. Ее знают в лицо и проводник, и командир судна. У женщины 11 детей. Они родились в Ленском роддоме. Для роженицы, надо сказать, проезд был бесплатным. Сегодня субсидированный билет ей обошелся в 3500 рублей. На этот раз Татьяна приехала к нотариусу. Если кто-то не едет, можно что-то передать. Вот. И, я приезжала в общем, документы сделала, так как у нас там в Пелиду не всегда можно попасть к нотариусу. Она бывает раз в месяц, и здесь можно к ней более доступно прийти в любое время и сделать документы. Кто-то приезжает по больничным делам. Татьяна призналась, что билеты нужно приобретать заранее. Полесье пользуется большим спросом. В этот день в районный центр по делам приезжала и заместитель главы поселка. Алена Борисовна приехала утром, и уже после обеда женщина отправилась домой. Мы очень рады, что все-таки у нас водный транспорт в этом году есть. Для жителей Витима, Пелиду это очень хорошо. Мы очень боялись, что не будет этого вида транспорта, потому что были серьезные финансовые трудности и у компании, и у района по поводу субсидий. Мы рады, что все-таки вопрос решился, и наши жители пользуются и субсидиями
субсидированный билет. Все-таки 3500 – это не 7000. По этому направлению Полесье курсирует 5 раз в неделю. С 13 июня запущены коммерческие рейсы между Алекминском и Ленском. Такое соглашение было достигнуто между районной администрацией и Ленатурфлот. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Стоимость составит 8500 рублей. Также достигнуто соглашение с Ленатурфлотом о предоставлении субсидии с бюджета муниципального района Ленский район. Субсидия составила 2 390 000 рублей. Будет осуществлено 80 рейсов по маршруту Ленск, Хамра, Ярославский, Пеледу, Витим, Ленск. Это очень социально значимое направление, что позволит жителям Ленского района получать скидку 50% на стоимость проезда. Полесье будет ходить до окончания навигации. Лето – пора активного отдыха. Каждые выходные в Ленске проходят забеги любителей бега. В этот раз он прошел под названием «Дыши». Спортивное мероприятие проводилось в рамках Дня отказа от курения. Организаторами выступили Комитет по молодежной и семейной политике и беговое сообщество. В забегах всегда участвуют десятки ленчан. Приобщают любителей бега к своему увлечению и детей. Все без исключения добираются до финиша. У кого не хватает сил, делают это уже шагом. Заряд энергии и позитива присутствовал у всех участников. Мероприятие проходило в городском парке. Перед стартом всем предстояло пройти регистрацию. У ее стойки выстроилась большая очередь. Здесь и постоянные бегуны, и новички. Настроение у всех приподнятое. Настрой боевой. Мы принимали в районных соревнованиях участие. Вот тут у нас, так скажем, в городе появился на лайте. Вот мы решили попробовать. Мы уже где-то 4-й раз здесь. Нам все нравится. Как настроение? Так, заряженное. За первые места побороться есть желание. Перед началом забега разогрев мышц. 10-минутная зарядка. В этот день участникам предстояло преодолеть дистанцию в 3 километра. Никита Хитцюк и Дмитрий Коровин пробежали дистанцию за 13 минут. Финишировали друг за другом. Результатом довольны. Конечно же, в первую очередь для популяризации спорта в городе. Вот как много людей. Так, в обычный день, если пройдешь, ни одного не увидишь особо бегущего, просто гуляющий. Вот. А так собирают по 100 человек, может даже еще больше. Вот людям нравится, люди приходят. Опытные бегуны преодолевали дистанцию за 10 минут. 66 участников в течение 40 минут поочередно финишировали. Последним доходили мамы с детьми. Главное не победа, а участие. Это их девиз. Все без исключения получили медали за участие. Победителей награждены еще и дипломами. Взбодриться коллективно можно каждое утро на массовой зарядке на площади Ленина. Ее организовали сотрудники Комитета по физической культуре и спорту, а проводят тренера и спортсмены. На зарядке собираются все, от мала до велика. Пенсионеры, молодежь и даже дети. Перед походом в детский сад вместе с родителями присоединяются к спортивному флешмобу. День у этих людей начинается задорно, весело и с огоньком в глазах. Все с удовольствием выполняют движения, которые показывает ведущий. Под подвижную музыку ровно 20 минут все двигаются в одном спортивном ритме. Элементы утренней гимнастики полезны для каждого и в любом возрасте, тем более на свежем воздухе. Открытые зарядки будут проходить каждый день лета. Я всегда искала повод позаниматься спортом, и мы решили всем комитетам по молодежной семейной политике прийти, поучаствовать. Я была рада. Сразу оделась по-спортивному и бежала от садика до площади специально, чтобы разогреться. Сейчас планирую тоже до работы добежать. Вообще очень здорово, классно и очень хороший инструктор Екатерина. Поэтому будем с удовольствием посещать такие мероприятия. И не очень рано, и не очень поздно. Время оптимальное. И с хорошей улыбкой пойдем начинать рабочую неделю. Заработали в Ленском районе и летние оздоровительные площадки. В этом сезоне лагеря дневного пребывания будут работать на базе 12 школ и учреждения доп. Образования СРГ. Дети радуются, что начались каникулы и с удовольствием проводят время на летних площадках. Организаторы подготовили большую развлекательную программу с большим количеством игр, экскурсий и увлекательных мероприятий. Мы танцуем под песню «Сигма-бой», репетируем, чтобы сегодня красиво станцевать на сцене. Мы тут занимаемся, ходим также по набережной, рисуем, танцуем, веселимся, на всяких площадках ходим. Тут можно найти много друзей, потанцевать, повеселиться, а не дома сидеть в телефонах.
Этот отряд отдыхает на базе Центра дополнительного образования СРГ. Здесь 25 ребят с 10 до 12 лет. Воспитатель Ян Кусеев. Молодой человек, педагог школы. В образовании уже более 10 лет. В этом году впервые решил попробовать себя в роли воспитателя летней оздоровительной площадки при Центре дополнительного образования СРГ. Первое время было, да, достаточно таким сумбурным, но в целом мы считаем, что все хорошо проходит. Мы и гуляем, и просвещаем. Отряд называется «Факел». Это у нас спортивно-оздоровительное направление, то есть мы основной упор делаем на именно спортивные мероприятия, либо какие-то подвижные игры. Отдыхать в лагере дневного пребывания дети смогут 21 день. Для них предусмотрено трехразовое питание. Параллельно с лагерями дневного пребывания на базе 14 образовательных учреждений района запланировано проведение профильных школ. Их длительность от 5 дней до 3 недель. Кроме того, уже начала свою работу трудовая бригада. Традиционно ребята облагораживают территорию станции юных натуралистов. В этом году воспитателем является Евгений Комарицын, педагог дополнительного образования. Под его чутким руководством трудится бригада из 15 человек. Дружно и весело. Занимаемся благоустройством станции юнатов. У нас здесь в распоряжении целый огород, теплички. Все это вскапываем, приводим в порядок, пропалываем. Сначала провели субботники, убрали весь мусор, листья, там, в общем, все, что мешало наслаждаться красотой этого места. На мальчишек возложена основная работа, которая требует сил. Они строят и вскапывают грядки. Это трудовая бригада, мы занимаемся здесь благоустройством участка. То есть мы здесь копаем, садим, то есть грядки вскапываем, все, то есть помогаем нашим людям. Все, чтобы станция стала более красивее. Нам сказали сейчас вскопать грядки, потому что мы туда будем садить какие-то новые растения. Девочки подкрашивают обветшавшие за зиму фигуры животных, которые украшают территорию станции юных натуралистов. Высаживают овощные культуры в теплицу и полют грядки. Мы вон там вот граблями траву убирали, листья убирали и подметали. Мария Моисеенко, ученица коррекционной школы, устроилась в трудовую бригаду, чтобы заработать деньги на свои нужды. Девочка очень хотела хоть на месяц освободить родителей от дополнительных растрат. Чтобы у папы не просить деньги. Логично же, ему самим нужны деньги. И чтобы я сама себе что-нибудь купила. Можно сказать, сохранила папины деньги. На что хочешь потратить заработанные средства? Хотела книгу, но подруга мне купила книгу. Интересная книга. И вкусненькое что-то купить, и на остатки деньги что-то еще куплю, не знаю что. Воспитатель трудовой бригады доволен работой ребят. Он рассказал, что школьники ответственно подходят к рабочему процессу. Делают все аккуратно. Правда, некоторых приходится часто мотивировать. Работать ребята будут 3 недели. Каждый в завершении получит заработную плату порядка 20 тысяч рублей. С 15 июня заработала и детская оздоровительная база «Алмаз». Открытие прошло торжественно. В лагерь заехали 210 ребят. Их разделили на 6 отрядов. Отдыхать здесь они будут 21 день. Для них вожатые из Новосибирского педагогического отряда «Стрекоза» подготовили интересную программу. Все это время будут работать различные кружки, бассейн, аттракционы, велопрокат, уличные тренажеры и спортивные площадки. В день открытия директор лагеря и гости поздравили ребят с началом первой смены. Она будет проходить под названием «Я патриот» и пожелали ребятам хорошего отдыха. Я желаю, чтобы в конце этой смены все были наполнены богатырским духом, совершали геройские поступки и помнили всегда, как хранители истории, о том, что какой ценой под красным знаменем добивались наши деды и прадеды победы и мира на земле. В единстве наша сила, и в конце концов вы в конце смены поймали свою мечту, как жар-птицу за хвост. Всем счастливых, ярких, солнечных, насыщенных дней. Спасибо, Изумира Николаевна.
Насыщенная различными мероприятиями обещает быть и эта неделя. Уже завтра пройдут мастер-классы по пошиву якутской национальной одежды. Общереспубликанский день приема граждан. Также состоятся выпускные. Еще ряд событий, о которых мы расскажем в наших новостных сюжетах. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.